Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Вы когда-нибудь слышали, чтобы власти были готовы компенсировать своим гражданам неудобства, вызванные пробками на дорогах? Словенские власти решили так сделать. В Словении продлевается срок действия годовых электронных виньет на 4 месяца. Виньета – это разрешение для передвижения на скоростных автомагистралях Словении. Годовая виньета для легкового автомобиля стоит 110 евро в год. Продление касается только годовых виньет, которые будут еще действительны на 1 декабря 2025 года. Если ваша годовая виньета активна на эту дату, ее автоматически продлят на 4 месяца. Ничего делать не нужно. Если это только не хитрый ход, чтобы собрать дополнительные штрафы. Короткие виньеты, недельные и месячные, не продлеваются. В Словении огромные штрафы за проезд по автомагистралям без виньеты. Однажды я забыла продлить виньету и каталась без нее. В итоге мне пришел штраф аж на 600 евро. Почему у меня так получилось? Раньше виньеты клеились на стекло, и на них был указан срок их действия. И они всегда были у вас перед глазами. Но пару лет назад виньеты стали электронными, и камеры на автомагистралях считывают просто ваш госномер и понимают, есть ли у вас действующая виньета или нет. Но в то же время это огромный минус для владельцев автомобилей, потому что вы можете забыть, когда подходит к концу срок действия вашей виньеты. Я бы вам посоветовала, несмотря на эту замечательную новость, зайти на сайт evigneta.dars.si и проверить, продлится ли она автоматически еще на 4 месяца или нет. Впервые в Словении 25-летняя женщина из цыганского сообщества открыто рассказала свою историю. С 5 лет она подвергалась насилию со стороны своего двоюродного брата и считала это нормальным. Другой жизни она не знала. А в 11 лет подверглась насилию со стороны отца. И все эти ужасы происходили с ней в стенах ее собственного родного дома, который должен был быть для нее безопасным местом. Когда девушка подросла и осознала весь ужас произошедшего, она попыталась просить помощи у близких. Но взрослые женщины либо не верили ей, либо делали вид, что не верят, и все оставалось по-прежнему. В подростковом возрасте она не выдержала внутренней боли и начала наносить себе физические увечья. Жила в постоянном страхе. Только в 18 лет она нашла в себе силы уйти из этой семьи, получить образование и начать терапию. Тем временем словенские власти решили отменить финансовую помощь для несовершеннолетних матерей. Материнство среди несовершеннолетних – это не добровольный выбор, а насилие и эксплуатация. Особенно часто такие случаи происходят в цыганских общинах. В родильных домах цыганские девочки рожают в 13-15 лет, а иногда и младше. Существуют шокирующие примеры беременности девочек в 5 и 6 классах, когда ребенок едва познал детство, уже сталкивается с огромной ответственностью и угрозой для здоровья. И самое главное, что отцы этих детей практически никогда не несут никакой ответственности. В Словении эксперты призывают депутатов отозвать законопроект об личном использовании конопли. Законопроект предлагает разрешить взрослым выращивать и хранить коноплю для личного использования, но продажа останется под запретом. Эксперты предупреждают о рисках. Возможен рост употребления конопли, увеличится вероятность психических проблем. Водители под влиянием конопли становятся опасными на дорогах. Кроме того, законопроект подготовлен без широкой научной и общественной дискуссии. Специалисты считают, вместо поспешной легализации нужно сосредоточиться на здравоохранении и защите граждан. Я тоже считаю, что в домашних условиях выращивать коноплю не стоит. Если что, это фикус. Словения – одна из немногих стран, которая продолжает официально признавать российские дипломы. Многие думают, раз мой диплом здесь признали, значит я смогу найти работу и построить карьеру. Но есть один очень важный нюанс, о котором большинство даже не догадываются. Да, работу вы, возможно, найдете, но вас возьмут на самую низкую должность с минимальной зарплатой. Как бы вы ни старались, местные будут продвигаться по карьерной лестнице, а вы останетесь на месте. Для настоящего карьерного роста в Словении необходим словенский диплом.
Мой дружеский совет: не расслабляйтесь. Если хотите большую зарплату и продвижение по карьерной лестнице, обязательно получите славянское образование. С этой ситуацией столкнулась моя российская подруга. У нее есть востребованная специальность и подтвержденный в Словении российский диплом. Она всегда находила работу в Словении, но никогда не могла понять, почему менее квалифицированные сотрудники быстро получали карьерный рост, а она оставалась на месте, пока не выяснила, что проблема в отсутствии славянского образования. В самом центре Любляны, на Славенской цесте, у подножия самого известного небоскреба Любляны Неботычник, лежал труп крысы, который осторожно обходили изумленные туристы. Жители города обеспокоены. Грызуны все чаще появляются даже в людных местах. Власти, в свою очередь, заявляют, что численность крыс остается на прежнем уровне и нет повода для беспокойства. Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +2 до +12. Облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Всегда рада помочь. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!